Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет вас и что готовит вам судьба в ближайшие минуты, часы и дни. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ах, какая рыбка к вам в ручке плывет. Ну, красота, прелесть какая-то. Рыбка, кстати, непростая, похожа на золотую рыбку. То ли кто-то желание ваше исполнит, то ли действительно какие-то неожиданные деньги в ручки к вам попадут. Но то, что вы порадуетесь от души, это прям верно, прям 100% порадуетесь. Ну или если вот кто-то исполнит вам желание, то это прям будет чудесно. Но вот вижу, что прям порадуетесь, да, вам будет так приятно, это будет так неожиданно. И прям сердечко у вас поет, да, от этой рыбки, золотой рыбки, либо от того, кто вам эту золотую рыбку передает. Дальше вижу разговор, причем разговор, как-то, знаете, начнется на повышенных тонах. Вот, знаете, с претензии, с какого-то, знаете, такого стёба, что-то вот человеку не нравится. Человек буквально, вот как говорят, наезжает на вас, да. Начнется на повышенных тонах, но закончится, смотрите, тут люди обнимашками занимаются. Обнимаются, к друг другу прижимаются, прям не разлей вода, да, все хорошо закончится. Это может быть разговор между вами и вашим начальником, между там соседями, между парой, да, вот мужчина и женщина. Между подругами может даже быть такой разговор. Начнется как-то прям грозно с повышенных нот, но все закончится обнимашками, поцелуями, прям, знаете, дружбой, романтикой у кого-то. Замечательно. Так и нужно общаться, да, чтобы все хорошо заканчивалось. Дальше. С правой стороны показывает человека, на коленях стоит, чего-то просит. Ну, я так понимаю, что у вас кто-то будет что-то просить, и до такого дойдет, что человек прям готов на колени упасть перед вами, потому что что-то очень-очень надо. Да, действительно, человеку надо, и этот человек, только вы можете помочь, да? Только вы тот единственный человек, кто не откажет, потому что все другие, я так понимаю, отказали, либо в принципе не стали слушать. И тут прям даже небеса просят за этого человека, что вот не пропусти, да, не гони этого человека, а помоги. Помоги и сделай доброе дело. Вот кто-то к вам придет и будет у вас что-то просить. Человек будет даже готов вот прям встать на колени. Дальше какой-то узел, причем, ну не какой-то, а прям крупный такой узел. И какие-то люди пытаются его развязать. То есть люди, скорее всего, решают какую-то сложную проблему, либо перед людьми стоит очень сложная задача в виде этого узла, и развязать не могут. Не могут, потому что все делают как-то неправильно, не слаженно, либо в принципе не знают, как с этим справляться, опыта не имеют. Да, вот как несколько человек прям за головы хватаются, говорят: ой-ой-ой, беда, горюшка, никак нам этот узел не дается. Но стоит появиться вам, так узел просто за 3 секунды развяжется. Вы такой фурор произведете, вы такие овации сорвете. Вот эти люди, они готовы будут вас качать и подкидывать на руках. Но действительно, вы как герой либо героиня, буквально там, знаете, особо не прилагая усилий, решаете очень сложную задачу, либо разбираетесь с очень сложной проблемой, да. Вообще герой. Тут столько похвалы, тут столько комплиментов, очень много слов благодарности. Если еще и на работе произойдет, то вам точно премию выпишут, да? 100% выпишут. Вы действительно спасаете ситуацию. Легко и быстро справляетесь с огромным узлом, с которым другие люди вообще не могли ничего поделать. Прям в отчаянии, в унынии находились. Вы это сделаете. Дальше показаны змеи. Их несколько, и они не кусают, но шипят в вашу сторону. Но опять же, это момент запугать, да? Наверное, хотят вас запугать. Кусать они вас точно не будут.
но запугать попытаются. И я так понимаю, что вы человек не робкого десятка, вы не будете пасовать перед этими змеями, и в ответ тоже зашипите, причем громко, причем наступая на этих змей. Я так понимаю, что змеи очень-очень сильно обломаются, да? Их маневр не пройдет. Вы умеете себя защитить, вы не боитесь, вы знаете, как поступать с такими людьми, да так, чтобы повадно не было. Вот вижу, что один человек несколько одолеет, да, вот двое-трое там змей, вы их одолеете, они шипят, а вы еще громче шипите, еще и наступаете, напугаете, да, до отчаяния доведете. Они же убегут, они же спрячутся, да. И прям оставите след в их сердцах и головах, да, чтобы неповадно было. Может, на работе, может, вы куда-то зайдете, в какую-то организацию, да, в казенный дом, а там эти сотрудники, как змеи, шипят на всех, а вы вот права свои знаете, вы достанете там этот трудовой кодекс, либо начнете цитировать его на память. Да, вот прям покажете, что нечего на вас шипеть, вы сами можете шипеть, еще и громко, и ничего не боитесь. Умнички, молодцы, так держать. Дальше показывают улитку. Улитка, она перевернулась, то есть она на спинке лежит, да, на вот этом своем панцире лежит, на домике. И это прям такая ситуация, я вам скажу, неприятная. Мало того, что улитка это какое-то прям медленное, да, медленное существо, медленное создание, а тут еще и на панцирь перевернулась, да, вообще двигаться не может. Вот узнаете, что в каком-то деле, либо в какой-то ситуации остановка, вот как заморозка. Остановили до выяснения обстоятельств, либо остановили до, например, какого-то сигнала свыше, допустим. Неприятно, но что поделаешь. Это форс-мажор, от вас ничего не зависит. Вы никак не можете эту улиточку перевернуть, либо как-то ее принудить двигаться вперед. Просто нужно принять как есть. Это не просто так случилось. Действительно, есть какие-то конкретные, серьезные обстоятельства. Единственное, что вот я вам могу сказать, это ненадолго. Вот эта остановка, либо эта пауза, это ненадолго. Дальше. Какие-то вот дороги показаны, проблематичные с левой стороны. То есть могут возникнуть проблемы, неожиданные проблемы в пути, в дороге, в движении. Опять же, это может быть какие-то вот местные дороги, там, не знаю, пробка, ремонт, что-то случилось, что-то прорвало, да. И также могут быть дороги дальние. Это там авиасообщения, это может быть там поезда, да, могут быть эти, кто плавает, да, на кораблях. Вот что-то может случиться, какое-то замедление, какие-то проблемки могут возникать. Неприятно, но что это жизнь, что поделаешь. На то, опять же, есть какие-то, наверное, объективные причины. Да, не на пустом месте, да, остановили дорожное движение и людям сказали, все, разворачивайтесь, едьте обратно. Нет, на пустом месте не будет. Точно что-то случилось, что-то происходит, и поэтому могут быть проблемы. Вам нужно к этому заранее готовиться, то есть взять там запасную одежду, если это дальний путь, взять с собой, там, покушать, да, чтобы, там, если в пробке стоите, чтобы не голодать, а что-то покушать, книгу взять, почитать, либо какую-нибудь, закачать какие-нибудь там фильмы, да, чтобы себя развлекать. Опять же, если с детьми, то, может быть, какие-то игрушки, да. Вот подумайте про это. Дальше показывают огонь. Огонь разгорается все сильнее и сильнее. И вот когда кажется, что гореть больше уже нельзя, да, ну прям очень сильное пламя стоит, здесь как будто бы еще выше вырастет огонь. Но огонь как-то странно показали, он отклоняется от вашей стороны, влево уходит огонь. Конфликт, скорее всего, какой-то, да, конфликт, серьезный конфликт. Ну, либо, может быть, даже что похуже конфликта. Я это лучше закрою, даже не хочу это разбирать. И так очень много всего плохого происходит. Я это закрою. Но он на вас не идет, этот огонь. Он идет в обратную сторону, да, в другую сторону. Но я так понимаю, что вы будете в курсе этих событий, либо вы будете наблюдать. И вот прям переживания ваши вижу. Переживания идут. Попробую закрыть, чтобы не было каких-то, да, негативных моментов.
Дальше показывают лестницу, но лестница какая-то странная. Сначала ступеньки, а потом вот, как знаете, эти приставные лестницы, да. И по этой лестнице нужно карабкаться вверх. Сначала ступеньки крутые, а потом приставная лестница. Все как-то очень ненадежно, хлипко выглядит, но бояться нечего, вы справитесь. Вы справитесь, у вас получится. Тем более я вижу, что рядом кто-то будет, кто будет вас либо подстраховывать, либо как давать вам советы, да, команды, советы, что вот вправо, влево, по центру, да, вот какой-то помогатор у вас рядом будет. Может быть, даже и незнакомый человек, да, будет помогать, ну, может, знакомый у кого-то отыграется. Пусть эта лестница вас не напугает, наоборот, давайте вперед, все получится. Может быть, эта лестница в прямом смысле слова, да, вот попадете куда-то, где очень сложно добраться до двери, да, либо войти, либо это, возможно, в переносном смысле слова, да, чтобы чего-то добиться, нужно по этой лестнице взобраться. Но не пугайтесь, у вас все получится. Дальше вижу в ваших руках цветочек клевера. Не листочек, а именно цветочек. Кстати, сегодня на кофе я тоже видела цветочек, прям на чашке был. Цветочки клевера — это к какому-то чудесному событию, либо к какому-то чудесному стечению обстоятельств. Это не везение, это просто стечение обстоятельств, да, чудесное. Ну, либо действительно человек говорит, у меня чудо случилось. Цветочек небольшой, возможно, и чудо будет небольшое, но все равно, понимаете, чудеса — это такая редкость. Я думаю, вы оцените. Дальше показывают мужчину с женщиной. Странная, конечно, картинка. Вот я вижу, что друг на друга сердца стучат. То есть, когда вы друг друга видите, у вас учащенно начинают биться, стучать сердца. Но при этом вы делаете вид, что вы, не знаю, там, не знакомы, да, либо что вы не общаетесь. Вот как-то так вы играете в такую игру. Возможно, у вас симпатия на работе, а на работе, например, романы нельзя. Либо у вас тайная любовная связь, и вы, например, там, встречаетесь в каком-то публичном месте. Может быть, вы поссорились, да, и перестали общаться, но при этом любовь и влечение никуда не ушло. Такой момент прям показан, да. Вы молчите, а сердца прям выдают, так громко стучат, что кажется, что все окружающие слышат этот момент. Слушайте, ну если поссорились, то миритесь. И если это тайные отношения, ну, надо сильнее маскироваться. Ну, а если вы нравитесь друг другу, то делайте первый шаг, либо хотя бы дайте сигнал своему тому партнеру, да, тому, кто вам интересен, да, хоть как-то намекните, да, попробуйте. Это не страшно, девочки, да и мужчины, это не страшно сделать первый шаг. Ну так сердца бьются громко, здорово. Ну это прям настоящая любовь. Дальше показывают ангелочка. Ангелочек вас от кого-то закрывает. Вы для этого человека как невидимка. Да? Вот ангел закрыл, человек рядом находится, и он вас не видит. Либо там рядом проходит и не видит вас. Вы очень удивитесь, да, что человек вас не увидел. На самом деле вас ангел закрыл. Возможно, этот человек имеет дурные намерения. Либо этот человек может устроить там ссору, драку, не дай бог. Да? Но вот ангел закроет. Ангел, да, человек вас просто, ну как, не заметит, не увидит, мимо пройдет. Ну и слава богу, пусть идет. Дальше, мои хорошие, какой-то шум показывают, шум, грохот. Может, какие-то строительные работы там на улице, например, либо по соседству. Может быть, еще что-то. Вот какой-то такой звук идет интересный. Это ненадолго, но от этого звука можно испугаться. Не пугайтесь, ничего там страшного нет, это ненадолго. Ну, по крайней мере, вам ничего не грозит, это 100%. Но вот шум, уши прям, знаете, режет этот шум. Так, еще какая-то подготовка показана. К чему-то будете готовиться, очень много суеты. Какое-то еще, знаете, вот раздражение идет на глупых людей. Люди, которым вот объясняешь, разжевываешь, а человек ничего не понимает, да, просто какой-то невменяемый человек, делает свое. Вот вижу, что раздражение будет, суета будет, спешка даже какая-то будет. Вот к чему-то вы готовитесь. Может, это какое-то мероприятие, может быть, какой-то праздник, потому что вы гостей пригласили, да, и у вас кто-то там помогает, и человек просто не слышит то, что вы говорите, либо делает все ровно наоборот. Вот. Ну, какая-то суета вам идет, да, спешка, суета. И какие-то неадекваты рядом. Ну, бывает, такое иногда бывает. Дальше.
женщина собой занимается. Причем, ну, тут как роза расцветает, понимаете? Я не знаю, что вы будете делать. Кто-то пойдет к косметологу, кто-то домашним уходом займется, кто-то пойдет к стилисту. Но вы прям как роза расцветаете, у вас такой прям эффект, сразу видно, да, он ощутим, и вам так нравится, и другие люди замечают. Прям чудесно, да, может какое-то чудо домашнее средство найдете, чудо-уход, а может классный косметолог попадется, может какая-то процедура, которая вот прям сразу, да, дает потрясающий эффект. Ну, вижу, и уверенность в себе поприбавится, и вам очень нравится, когда вы себя видите в отражении зеркала, да, вот прям любуетесь собой. Ну, здорово, здорово, прекрасно. Дальше мост. Мост, и этот мост как будто бы соединяет людей из разного времени. Скорее всего, это общение с кем-то из прошлого. Мост. Вы знаете, этот мост не просто так возникнет. Вот идет мне, что кто-то из прошлого появится, объявится, проявится, да. Возможно, это личная встреча с человеком из прошлого, и, возможно, это как телефон, да, по телефону поговорить, либо попереписываться с человеком из прошлого. Человек будет конкретно прощупывать почву, и вы это поймете. Человеку нужно от вас услышать какие-то конкретные слова, либо какие-то конкретные ответы для того, чтобы двигаться дальше. И тот, кто объявится из прошлого, вы должны знать, что у этого человека очень серьезные намерения и очень серьезные планы. Планы по поводу вас, по поводу того, как войти в вашу жизнь, вернуться, вернее, в вашу жизнь. То есть это все не случайно, это не спонтанно, это вот прям какой-то продуманный план, который человек реализует. Вопросы, конечно, очень будут удивительные, но это прощупывание почвы мне идет. Дальше. Вы как будто бы подсматриваете за какими-то людьми, но это случайно, скорее всего, произойдет. Я не думаю, что вы будете за кем-то следить и уж тем более подсматривать. Скорее всего, да, случайно окажетесь в таком месте, застанете этих людей. А эти люди, они что-то противозаконное делают, за что может прилететь очень серьезно. Либо эти люди, они, возможно, прелюбодеянием занимаются, да, оба семейные, оба такие вот прям уважаемые, как члены общества, да, и тут такое, ну надо же, скандал, пикантная ситуация. У вас прям испанский стыд. За этих людей у вас испанский стыд, и вы думаете, как так, да? Ну как? Да зачем я это увидела? Как мне теперь это развидеть, да? Не получится развидеть. Ну и считайте, что вы будете знать чужую тайну. Вот все. Хотя с другой стороны, ваша позиция очень выгодная, потому что теперь эти люди буквально в ваших руках, да, и вы можете вершить судьбу этих людей. Кстати, они вас тоже увидят. Вот, чтобы вы понимали, они вас увидят, а вы их увидите. Но вы их раньше увидите, да, вы больше увидите, чем они. Так, еще здесь показывают птичку, которая вот так крылышками полностью гнездышко свое закрыла. Защищает птичка свое гнездышко, своих птенцов, тех, кого она любит и бережет. Ну, забота, опека, время в семье. Может быть, даже вот какие-то, ну, неприятности, да, которые могут идти от людей. Допустим, кто-то придет там на детей ваших пожаловаться, что они там шумели, либо как-то себя вели, либо, допустим, может быть такой момент, что вы защищаете не только детей, но и там, не знаю, родителей, братьев, сестер, да. Вот очень классно вы это делаете, и главное, что ваши близкие чувствуют вашу любовь и понимают, что вот с такой мамой, либо с такой дочерью, с таким вот отцом, сыном, да, братом, сестрой, да, не пропадешь. Прям, знаете, на любовь любовью отвечают. Вот, ну а вам приятно защищать своих. Хороший знак, очень такой душевный, теплый знак. Но опять же, по таким знакам очень часто семья собирается вместе что-то делают, да. Возможно, вы как мама там приготовите вкусный, я не знаю, праздничный обед, да, вот. Возьмете и сделаете, все соберутся, будет очень тепло, уютно. Ну, либо как отец, да, что-то сделаете. Хороший знак, мне очень нравится. Дальше.
Здесь показаны красивые бантики, но маленькие. Ну, это какие-то радостные моменты, веселые моменты. Опять же, как часть декора. Бантиками такими могут показать даже какие-то мелкие подарочки, да, вот приятные вещи. С вашей, с правой стороны, тут можно сказать, что и вы кому-то эти бантики дарите, даете. И также можно сказать, что вам кто-то, да, эти бантики дает, дарит. Ну, маленькие, да, это что-то прям такое небольшое. Но все равно очень приятно. Дальше, мои хорошие, здесь какая-то женщина показана, которая покажет свое истинное лицо, да? Вот она все время старалась быть очень хорошей, такой доброй, помогающей, принимающей, понимающей, да? А тут она как бы то ли устанет, то ли забудет маску одеть, да? И вот вы увидите ее истинное лицо. И это лицо, оно безобразное, оно ужасное, оно отвратительное, там гримаса такая злобная, знаете, на какого-то этого лепрекона похоже. И, мои хорошие, не просто так вы увидите ее лицо. Таким образом, высшие силы вас предупреждают, что эта женщина крайне ненадежный персонаж. Не стоит на нее надеяться, не стоит с ней иметь дела, а лучше как-то подальше от нее держаться, да, потому что эта женщина, она может и предать, и обмануть, и какой-то даже серьезный вред нанести. Вот. Скорее всего, может быть такая ситуация, что эта женщина, ну, допустим, не с вами истинное лицо показывает, а в отношении кого-то, да, кого-то другого, там, третьего человека. И вы смотрите и думаете, но если она может злословить, если она может придумать какие-то адские планы, там, подставить, наказать, то и ко мне она может так поступить, да, и со мной она может так разделаться. То есть вы увидите истинное лицо, вот чем живет, чем дышит человек. Не то, как прикидывается, что я такая добрая, я такая вот прям святая, да, сама невинность, а вот каким есть на самом деле человек. Вот так увидите. Да, примите к сведению, и эта женщина, она опасный персонаж. Так, дальше показывают еще какие-то приятные хлопоты. Приятно, да? Это приятно. Вы это любите. Кто-то любит выпекать торты, кто-то любит, не знаю, по магазинам ходить, выбирать там одежду для себя, для близких. Кто-то еще что-то любит. Ну, то, что для вас приятно. Ну, вот такие приятные хлопоты показывают. Немножечко, но есть. Дальше. Вот здесь какой-то странный бумеранг. Он вообще на спиннер похож. Да? Знаете, вот эта штучка, которую между пальцами крутишь, и она так быстро проворачивается. Какая-то многоходовочка. Да? Многоходовочка, и летит она в сторону очень неприятного человека, который считает, что ему все с рук сошло. Нет, не сошло. Тут не бумеранг, тут спиннер летит. Все, не спрячешься. Готовьтесь к тому, что вы скоро услышите. Услышите, что случилось с этим человеком. Как его, либо ее наказали. Это может быть и мужчина, и женщина. Но у этого человека есть перед вами грех. И, возможно, даже не один. Дальше. Вот говорят, береги очки. Очки могут быть для зрения и также солнцезащитные очки. То есть вы рискуете сломать, либо где-то потерять, ну, либо кто-то может случайно присвоить ваши очки. Носите с собой при себе, нигде не оставляйте и не ложите. Да? Не нужно куда-нибудь там на диван, либо на кресло, там, на какую-то поверхность, на которую человек может сесть, либо что-то сверху положить. Надо быть крайне аккуратными, потому что здесь вот четко видите, вот они очки, и с одной стороны и дужка, и линза, все в порядке, а с другой стороны прям беда, горюшка, да, вот сломалась прям. Будьте поаккуратней. Так, еще вот здесь какой-то человек пытается выйти с вами на связь, либо в принципе разыскивает вас, ищет ваши контакты. Если вы женщина, то ищет мужчина. Если вы мужчина, то ищет женщина. Человек вообще как-то странно ищет, либо вообще не там ищет. И у человека то ли есть какое-то предложение для вас, то ли этому человеку что-то важное вам нужно сказать. Ну, надеемся, что да, увенчаются успехом эти поиски. Если вам что-то кто-то обещал, там, созвониться, списаться, либо как-то повзаимодействовать, знаете, что этот человек либо неправильно записал ваш номер, ну как неправильно был записан контакт, и теперь этот человек понимает
все, что случилось, и пытается вас другим путем найти. Ну, либо человеку там неправильно о вас сообщили, либо не то сообщили. Ну, в общем, какой-то момент поиска, но поиска как будто бы это иголка в стогу сена, да, не туда смотрят. В ближайшие несколько дней поиски продолжатся. Будем надеяться, что человек вас найдет. Я не могу сказать точнее, да, потому что мы смотрим с вами на 2-3 дня. Да? Ну вот в течение 2-3 дней вас будут разыскивать, вас будут искать. Дальше показывает, что облака, либо туман, вот что-то разойдется. Появится видимость, да, ясность появится. И то, что сейчас кажется каким-то странным, подозрительным, сомнительным, ненадежным, обретает формы. Причем конкретные формы, да, вы уже все четко видите, вы можете разобраться, что это, с чем вы имеете дело. И вот когда ясность придет, вам прям как-то легче станет, да, меньше напряжения, меньше переживаний, меньше каких-то негативных, таких навязанных эмоций. Да, придет ясность, и вы все увидите, вы все поймете, вот четко, да, представляете, видите, что это такое, либо с чем вы имеете дело, с кем вы имеете дело. Фрагмент вышел на правой стороне, это ваша сторона, то есть это как для вас хорошо, либо на благо вам, вот как-то так можно прочитать. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.